Дорогие телезрители, вы смотрите первый выпуск программы Русского географического общества «Моя планета Башкортостан». Почему мы дали ей такое название? Если взглянуть на карту мира, наша республика выглядит на ней крошечным пятнышком. Однако по разнообразию климатических зон, ландшафтов, обилию горных рек, водоемов, пещер, богатству фауны и флоры, исторических, культурных и религиозных памятников, Башкортостан действительно живописная и уютная планета. Цель нашей программы не только показывать дарованные природой богатства, но и научить людей пользоваться ими без ущерба для нее, дабы сохранить все это разнообразие для будущих поколений. Все вы знаете, что Башкирия – благословенный край для развития туризма, как внутреннего, так и въездного. В своих программах мы будем показывать и рассказывать о наиболее интересных природных, культурных и исторических памятниках, давать информацию о новых туристических маршрутах с тем, чтобы помочь жителям республики выбрать место для отдыха по душе. Также мы планируем освещать экологические проблемы, знакомить с мужественными, неравнодушными людьми, борющимися с нарушителями природоохранного законодательства. И, конечно же, будем знакомить вас с мероприятиями регионального отделения, акциями, экспедициями, конкурсами, проводимыми под флагом Русского географического общества. Давайте беречь нашу планету и вместе приумножать ее богатство. Ждем и от вас интересных тем и предложений. Наши контакты имеются на сайте РГО-РБ. В городе Давлеканово нынешней весной открылся первый в республике географический музей на базе местного отделения Русского географического общества. Актовый зал Давлекановской общеобразовательной школы номер 7 был полон гостей. Члены Совета регионального отделения РГО в Республике Башкортостан, местные активисты географического общества, школьники и родители. Отделение РГО было открыто здесь в ноябре прошлого года. Тогда же было принято решение создать свой географический музей. Председатель отделения и директор 7-й школы по совместительству учитель географии Эльвира Гарипова – главный защитник и энтузиаст этого события. Коллекция-то собиралась где-то с 2008 года уже. Как эта школа открылась в 2006 году, я начала вести геологический кружок. И вот примерно уж регулярно, ежегодно мы выезжаем на экспедиции геологические с детьми. Ну, где-то примерно 2 раза в год большие экспедиции у нас. И там вот эти коллекции, они привезены, это не за один год собрано. Кстати, в этот день школьный музей пополнился новыми редкими экспонатами. Их привезли в качестве подарков гости праздника. Этот невзрачный с виду минерал – железо-марганцевая конкреция. Он был поднят со дна Тихого океана с глубины 5000 метров. Школьный музей Давлеканово по своей наполненности экспонатами, многие из которых собраны руками учеников во время экспедиции по родному краю, не уступает большим музеям. Но самое важное, что музей был открыт не ради галочки. Экскурсоводы в нем сами школьники, пополнители коллекций, они же. Пусть не каждому в дальнейшем пригодится такой предмет, как география, но любить и знать историю родного края будут все выпускники 7-й школы. Фонд защиты диких животных и отделение Русского географического общества подвели недавно итоги 16-го конкурса «Рыцарь леса-2016». Фонд существует в нашей республике с 1993 года. За годы его существования около 700 участников конкурса стали обладателями дипломов и почетных знаков. К сожалению, 5 звание «Рыцаря леса» было присвоено посмертно. Олег Мамедов, государственный инспектор отдела Средневолжского управления Росрыболовства России, ежегодно составляет по 300 протоколов на нарушителей природоохранного законодательства. Всего им наказано более 7000 браконьеров. На этот раз Олег Мамедов удостоился звания «Рыцарь леса» в 4-й раз. Во-первых, пропаганда нужна. Вот это ваша, наверное, работа в основном. То, что надо охранять братьев наших местных, ну и водные биоресурсы. Ну, немножко обеспечения получше инспекторов. Все-таки и зарплата у инспекторов небольшая, и с топливом слабовато, и с техникой в основном у всех старенькая. В актовом зале Министерства природопользования и экологии во время вручения наград было много школьников и студентов. Диплом «Рыцарь леса» первой степени получил Республиканский детский эколого-биологический центр. Зеленые и голубые патрули наравне с госинспекторами проводят мониторинг лесов и водоемов. Их очистку от мусора выявляют нарушителей. Я учитель, работаю в школе, занимаюсь непосредственно охраной природы и охраной водоемов. Самое главное, мы изучаем нерестилища, основные зимовальные ямы, очищаем родники, ручьи, для того, чтобы можно было дать возможность отнереститься хорошо рыбе в весеннее время.
В этом году на звание «Рыцарь леса» номинировалось 73 человека. Награды получили 59. Среди них люди, занимающиеся охраной и изучением диких животных и среды их обитания. Рыбоинспекторы, егеря, лесники, ботаники, зоологи, журналисты. Люди, занимающиеся защитой диких животных не только по долгу службы, но и по зову сердца. По сохранившимся архивным документам очевидно, что в начале 19 века в селе Арметово Средомасского уезда во время полевых работ местные крестьяне стали очевидцами редкого атмосферного явления. Внезапно небо закрыла огромная туча и посыпались крупные ледяные градины. Когда они растаяли, внутри оказались необычайные камни, похожие на старинные монеты. Толстые в середине и сужающиеся по краям, они пересекались радиальными полосами правильной формы. Рисунок очень походил на крест. Священнослужители назвали это явление знамением Господним. Из-за этого и родилась легенда о метеоритном происхождении камней. Однако после исследования арметовских находок ученые пришли к единодушному мнению, что к метеоритам градовые камни никакого отношения не имеют. Сегодня есть несколько версий. Камни мог захватить где-то вдали от этих мест смерч, и они выпали в Арметово вместе с градом. По другой версии, камни местного происхождения, просто их вымыло из почвы сильным ливнем. С точки зрения геологии, это минерал гетит. Это подтверждает и результаты рентгенструктурного анализа, который мы провели ранее совместно с Уральским горно-геологическим агентством. Некоторые исследователи определяют его как липидокрокит. Как бы то ни было, мы с вами видим минерал, который представляет собой гидрокисел железа, широко распространенный в земной коре. Отметим, что недавно геологи-изыскатели обнаружили в этих краях залежи железных руд. Возможно, именно они и стали причиной возникновения этой геологической загадки. Как бы там ни было, градовые камни местные жители находят и по сей день. Мы школьниками были еще вот на этих землях. Вот мы из школы выходили, нас преподавателями собирали вот эти камни. Есть она везде, вот и что в Верхнем Арметове, что в Нижнем, на наших полях, в огородах, вот эта руда, вот это, как она называется, есть. В местной школе хранится целая коробка с артефактами. Кстати, 117 таких камней до сих пор находятся в хранилищах метеоритной комиссии Российской академии наук. Несколько экземпляров есть в учебно-научном геологическом музее Башгосуниверситета и в Башкирском геологическом музее. Занятия в геологическом музее для студентов геофака намного интереснее, чем в обычной аудитории. Здесь тебя окружает удивительный мир камня. Музейная экспозиция имеет широкую географию. Коллекцию минералов и горных пород Башкортостана и России наполняют образцы из более чем 30 стран мира. В коллекции насчитывается 178 минеральных видов. Сама атмосфера музея, она располагает к впитыванию, так сказать, студентами геологических знаний. То есть здесь у нас горные породы, камни, они как бы тоже располагают к учебному процессу. Среди наиболее ценных экспонатов музея – друзы аметиста высотой более 30 сантиметров, кунгурские селениты, глыбы благородного изумрудно-зеленого талька, осколки челябинского метеорита. В музее представлена коллекция редких минералов профессора Хайреддинова – бериллы, изумруды, огненный опал, турмалины. Основой нашего музея является, естественно, систематическая коллекция. И в музее вы можете увидеть все классы этой систематической коллекции, начиная с самородных элементов и заканчивая самым огромным классом. Это, вот, пожалуйста, силикаты. Учебно-научный геологический музей никогда не пустует. Особенно частые гости здесь дети. Важным направлением деятельности музея является работа со школьниками. В музее есть даже отдельный раздел, посвященный юным геологам. Во время саммитов ШОС и БРИКС музей принимал участие в оформлении экспозиции «Недра Башкортостана» в специально созданном этнопарке Ватан. В книге отзывов посетителей музея можно прочитать записи на английском, французском, испанском и голландском языках. В течение 5 дней флаг Русского географического общества развивался над водными просторами Астраханского заповедника. Экспедиция в составе 8 уфимских любителей рыбной ловли мониторила банки, ерики и ильменя дельты Волги. Рыбалка и Астрахань – это два неразделимых понятия. Нет, конечно, можно рыбачить где угодно и даже ловить рыбу, однако все равно такой рыбалки, как в Астрахани, нигде не ощутишь. Особенно весной, когда природа дельты оживает после зимней спячки. С южных широт на раскаты ильменя тянутся вереницы пернатых. В глубоких омутах и ямах просыпаются подводные великаны – сазаны, щуки, самы. Однако вместе с ними просыпаются и местные браконьеры. Их сети участники экспедиции обнаружили даже на запретных территориях заповедника.
Кстати, среди местных браков, так называют здесь браконьеров, есть привычка оставлять в глухих камышовых дебрях схроны, огромные садки с пойманной рыбы. Она в них долго остается живой. Пока стихнет патрулирование рыбных инспекторов и пограничников, можно найти покупателя на незаконно выловленную рыбу. В некоторых таких схронах уфимские экспедиционеры обнаружили по несколько центнеров сазанов, щук и самов. Обо всех выявленных нарушениях было сообщено местным рыбоинспекторам. Однако, по словам представителей астраханских природоохранных организаций, еще больший урон водный мир Дельты, Волги и Каспийских раскатов ощущает от непродуманной государственной политики в сфере природопользования. Все хотят увидеть большую рыбу, но ее не будет до тех пор, пока не будут проводиться нормально мелиоративные работы, расчистка каналов, расчистка камышкосилками прокосов рыбоходных, чтобы не препятствовало зайти с моря полупроходным и проходным видом рыб к местам нереста, нагола. Потому что если не чистить каналы, не чистить эти рыбоходные жилки, то будет заиливаться, рыба не сможет идти, будет создаваться неблагоприятная среда обитания для данного вида. Карповых, щуковых, там, самовых. Но с этим боремся, но нету прямого решения, чтобы обязать промысловиков заниматься этим делом. Они как бы выходят на эту работу, но не с таким как бы инициативным удовольствием. Как бы раньше, если не сделал те или иные работы, то не давали разрешения на вылов. Сейчас этого нет. Сейчас хочешь делай, хочешь не делай, все равно разрешение получает. Если друг оказался... А теперь о предстоящих экспедициях уфимских активистов РГО. Ровно 50 лет назад советский и российский режиссер, народный артист Российской Федерации Станислав Сергеевич Говорухин, которому в марте текущего года исполнилось 80 лет, приступил к съемкам известного фильма «Вертикаль» с участием знаменитого актера Владимира Высоцкого. В честь этих событий и будет организована экспедиция по местам съемок легендарного фильма. Экспедиция самая масштабная в республике. Я имею в виду те экспедиции, которые совершались на Эльбрус, восхождение. Группа от республики в составе 10 человек. К нам по пути присоединяется еще 4 спортсменов из Петербурга, Санкт-Петербурга и Москвы. И вот таким составом в количестве 14 человек мы отправляемся в Эльбрусе. Там мы посетим все места съемок этого кинофильма. Сейчас, так как мы выступаем от организации Русское географическое общество в Республике Башкортостан, мы добиваемся разрешения посещения тех мест, где происходили съемки. Потому что там во многих местах сейчас пограничные зоны. Ну и финалом, соответственно, финалом нашего похода, скажем так, это, конечно же, восхождение на самую высочайшую вершину Европы и России, Эльбрус. Перед этим восхождением, а может быть после, посмотрим, как будет ситуация, значит, мы будем там давать несколько концертов. В том числе один концерт на высоте 4000 метров, концерт авторской песни, где будем исполнять песни Владимира Семеновича Высоцкого, которые он исполнял и писал специально для кинофильма «Вертикаль», но также и другие его песни, которые посвящены вот этому экстремальному виду спорта, как альпинизму. По итогам экспедиции будет снят документальный фильм. В Уфе в конце августа пройдет концерт презентации фильма. В последние годы особо популярными становятся путешествия на велосипедах. Не остались в стороне от этого движения и активисты башкирского отделения Русского географического общества. Наряду с велопробегами по городу Уфе, по республике, башкирские велосипедисты участвовали и в дальних экспедициях, в том числе и международных. Очень хороший у нас был велопробег в Давлекановском районе. Значит, мы стартовали от охотничьей базы и вместе в Давлеканово, вместе с детьми и жителями Давлеканова, где-то было человек, наверное, 300, значит, стартовали от памятника участникам войны, и финиш был на Красной площади, где кроме нас еще были мотоциклисты, которые тоже показали хороший пример, и была очень большая активность. Еще когда Крым был
украинский. Мы по Крыму шли от Керченского пролива до, значит, Ялты. 7 дней мы шли на велосипедах. Великолепный был поход. Он был у нас посвящен тоже, значит, участникам войны в 2010 году. И вот мы недавно посетили Болгарию, крутили на велосипедах по Болгарии. И четко 9 мая в 11 часов мы приехали к памятнику Победы и возложили цветы у памятника Алёше. Этим летом башкирские велопутешественники поставили целью достичь берегов Северного моря. Ну, в планах очень серьезная экспедиция у нас это в Мурманск с посещением полуострова Рыбачий, Белое море, Ледовитый океан. Значит, у нас сейчас уже по этому вопросу наш организатор Волгарев Александр Владимирович очень серьезно занимается, уже вышел на мурманских товарищей, поэтому я думаю, у нас будет великолепнейшая экспедиция. Ну и, конечно, хотели бы мы обратно проехать по Болгарии и встретиться. В Болгарии есть болгарское географическое общество, которому уже тоже 55 лет. Хотелось бы завязать с ними очень хорошие отношения, и мы хотим предложить, значит, чтобы к нам приехали дети из Болгарии, побыли в нашем русском географическом обществе, а наши дети, чтобы побывали в Болгарии. Многие считают, что Буздякский район отнюдь не озерный край. Расположенный на севере Бугульминско-Белебеевской возвышенности, район сплошь покрыт оврагами и балками, а речную сеть представляет лишь верхнее течение реки Чермасан с небольшими притоками. Откуда здесь взяться водным жемчужинам? Однако это мнение ошибочно. Буздякский район – озерный край, и в этом богатстве нисколько не уступает своим соседям. Например, Чермасанский пруд – любимое место отдыха местных жителей. Его площадь 250 гектаров, чистая вода и много рыбы. Чермасановский пруд, хотя и объект мелиоративный, несет большую рекреационную нагрузку. Здесь отдыхают не только жители деревни Канны-Туркеева, но и приезжают многочисленные гости. Эти рыбаки приехали на пруд из Приютова, знают этот водоем давно. Мы приехали с Приютова, я приезжаю сюда часто. Чистейшая вода, хороший водоем. Прекрасные люди. Ничего никогда, никаких происшествий не проходило. Щука клюет до 2 килограмм. И вся белая рыба в этом водоеме присутствует. Так что, пожалуйста, приезжайте. Кстати, приютовцы привезли на пруд своего знакомого, жителя Москвы. У москвича о наших краях только положительные эмоции. Я вот тут приехал. Понятно. Вот пригласили на водоем, так вот мне сразу понравился. Ага. Ну, у вас тоже такие есть водоемы? Везде есть, конечно. Ага. Вот вы там у себя... В основном платные. У себя куда вы ездите? В последнее время на Москву-реку Забронница. Ага. Ну, на Москве-реке рыба чистая? Там? Чистая, сейчас чистая рыба. Съедобная, едим, не травимся. Понятно. Лещ, судак. Махлы-Куль – самое загадочное озеро в этих краях. О нем ходит немало легенд и преданий. Их хорошо знает канны-туркейский пенсионер, ветеран труда Габдельвали Ахмедвалиевич Шагалеев. Bu Muklikul turunda köptenden babalar etüğüne karaganda eleki han zamanlardagi buzlak vakitinden kalgan bulurga tiyiş bu kul. Köp yıllar elek bizim avulun ismi Türkey. Türkey kartta birinci mertebe uşunda kilip oturgan bulgan. Şoşu urunga. Ol bulurga tiyiş. Kartlar aytığına karaganda 1450-55 yıllarını. Köpten tügül biz 2005 yılda 550 yıllarını ötkerdik ağılının. Ona kadar kilip 100 yıl elek 1557'ye kadar kanı Türkiye'nin oranı bilgili bulgan. А еще, по словам почтенного ветерана, в прошлом, в 20 веке на озеро приезжали военные. Целая часть на грузовиках. Привезли какие-то ящики, выставили охрану. Целый месяц никого к Махлыкулю не допускали, а потом внезапно уехали. Уже без ящиков. Что это было, знают, наверное, только архивы Минобороны. Однако, по одним сведениям, взятые из озера пробы воды показали превышение допустимых норм по цинку. Хотя местный краевед, учительница биологии Канны-Туркеевской школы Резида Давлетова утверждает, что вода в озере очень хорошая.
Уникальность озера состоит в том, что она находится на вершине горы. В основном все озера находятся в низовьях горы. Питается она у нас местными только родниками и талыми водами. Описаны более 20 лекарственных растений озера. Сделаны микробиологические исследования озера. В основном флора и фауна соответствуют результатам, открытому водоему озера. Ежегодно у нас стало традицией, мы с детьми, со своим классом посещаем это озеро, ходим в однодневные походы. В данном случае вот у меня 6-й класс закончил в этом году. Собираем лекарственные растения, их знакомлю тоже вот с интересными простейшими, там, какие мы находим, интересными вот птицами. Вы видите, что озеро богато очень птицами, утками. Ну что ж, пора проверить все эти легенды. Что там на дне Мохового озера, кроме мха? В отличие от Чермосановского водохранилища, рыба в Махлакуле не попала в объектив нашей камеры. Может быть, она и есть, но прячется. А вот обилие водной растительности удивило. 5 видов различных водорослей. Дно озера очень заилено и покрыто толстым слоем травы, которую местные жители называют мхом и использовали раньше для утепления своих домов. Стоит коснуться дна, как оно буквально засасывает тебя. Настоящее подводное болото. Что касается берегов озера, они буквально кишат пернатыми обитателями. На озере гнездятся даже лебеди. Буквально в нескольких километрах от села Килим находится еще одна голубая жемчужина Буздякского района – Елтыры-Куль, блестящее озеро. Здесь прекрасное место для отдыха, а в последнее время поселились даже журавли-пастушники. На самом деле Елтыры-Куль не озеро, а пруд, искусственный водоем, однако выглядит он совсем как природный. Здесь водится рыба – карась, окунь, пескарь. В камышах растят свои выводки многочисленные пернатые обитатели. Местные жители частенько приезжают сюда на отдых и стараются сохранить красоту пруда неприкосновенности. И таких водоемов в Буздякском районе очень много. Есть все предпосылки для развития экологического туризма. Нужны лишь инвестиции в бюджет района. А теперь мы в Балтачевском районе. Наш проводник, уфимский охотник, уроженец здешних мест Заки Валиев, все леса в округе знает как свои 5 пальцев. Его родная деревня Новотимкино исчезла еще в 70-х как неперспективная. Про Иктыкуль, Белое озеро, ему рассказывал дед. Потом отец показал это озеро. Оно находится в нескольких километрах от бывшей деревни. В озере всегда была удивительно чистая прозрачная вода, поэтому его и назвали Иктыкуль. На водопой сюда ходят лоси, заглядывает мишка. В озере водится карась. Правда, озеро игнорируют пернатые и бобры, хотя для последних здесь идеальное место для проживания. Все бы хорошо, но есть у озера одна странная особенность. Время от времени оно исчезает. Оно уходит полностью. Последний раз это произошло вот где-то буквально дней 12-15 назад. Но, к сожалению, застать, когда оно ушло, уже нам вместе со съемочной группой не удалось, к сожалению. Но вот я как бы был, когда оно ушло. Там глубокая воронка, глубиной, наверное, 9-10-этажный дом. Я попробовал туда спуститься, в самом низу там где-то метр на метр-полтора, наверное, вороночка такая, заиленная. Я думал каким-то образом увидеть следы, куда вода уходит, где-то рыба должна, карась имеет особенность вил зарываться. Я думал, найду карасей, но ничего, абсолютно никаких следов, просто вода вместе с рыбой ушла. И там дальше опускаться до самой воронки я уже немножко как бы один был, не стал рисковать там, потому что уже было влажно, и воронка живая, и колыхалась я, поэтому дальше уже спускаться не стал. В округе есть немало других озер. Может быть, Иктыкуль сообщается под землей с ними? Если вода ушла из озера, она где-то должна прибавиться. По утверждению местных жителей, такого не происходит. Причем на внезапное исчезновение и появление воды в Иктыкуле не влияют ни засухи, ни обильные дожди. Впрочем, есть в этом феномене одно объяснение. Башкирия – край карстовых явлений. По количеству карстовых озер, родников, водопадов, пещер наш регион не имеет равных. Обычно карстовые озера образуются при заполнении водой котловин. Большинство наших озер относятся именно к этой группе. На дне некоторых озер бьют родники, поэтому вода в них всегда остается холодной и редко замерзает. Одни карстовые озера существуют постоянно, их дно находится в нижнем карстовом этаже, богатом водой. Другие появляются в периоды дождей или таяния снега. Это значит, что днища этих озер достигают среднего этажа карста. А бывает и так, что вода в озере удерживается только благодаря накопившемуся на дне слою нерастворимого осадка. Его называют терра росса – красная земля. Озеро как бы висит над уровнем подземных вод.
Стоит нарушить этот покров, и озеро быстро исчезает, превращаясь в сухую котловину. Может быть, именно к этому типу карстовых озер и относится лесной Яктыкуль. Но тогда как же он восполняет свою водопотерю? Это действительно загадка. Рядом с местом, где когда-то находилась деревня Новотимкино, есть еще одно озеро. Оно питьевое. Жители Новотимкино использовали его вместо колодца. По словам старожилов, как-то решили измерить его глубину. Груз ушел на длину 10 вожжей. Сказка или быль? Несомненно, одно. Карстовых водных памятников природы в Балтачском районе очень много. И каждый требует внимательного изучения.